Здравствуйте, в эфире «Настоящее время», в студии в Вашингтоне Юлия Апел. Сегодня в программе. Украинские военные у поселка Широкино утверждают, что вынуждены открывать ответный огонь, используя тяжелую артиллерию. Новая жизнь, новая работа. Как адаптируются в США иммигранты из Украины и России. Барахолка большого значения, мелкая торговля в центре Кишинева помогает пенсионерам выживать. Начинаем с новостей из Праги. Шахида. Спасибо, Юля. Все события дня в настоящем времени в Праге. С вами Шахида Якуб. Здравствуйте. В распоряжение нашей редакции попали видеокадры, подтверждающие, что режим прекращения огня в Украине периодически нарушается. В район украинского города Счастья. Механизированная бригада вооруженных сил Украины, базирующаяся на пути к Счастью, отражает огонь противника во время атаки на прошлой неделе. Обстрелы на блокпосту, который контролирует бригада, продолжались двое суток. Ранее на этом же блокпосту были задержаны двое российских граждан. Служба безопасности Украины утверждает, что они являются военнослужащими спецназа ГРУ. Неспокойной была прошлая ночь в городе Горловка, находящемся под контролем сепаратистов. Местные жители разбирают завалы. В результате очередного попадания снарядов в стенах домов образовались дыры. Окрестности Горловки находятся под обстрелом практически каждую ночь. Днем город исправно посещает миссию ОБСЕ, которая фиксирует нарушение перемирия. Жителям Горловки только остается успевать сообщать наблюдателям о количестве выстрелов. Там стреляли, начали где-то с 7:30 и часов до 2 ночи. А сюда именно где-то 9, я насчитал 9 выстрелов. Именно сюда, вот в этот район. Разбирать завалы от обстрелов и прятаться в подвалах приходится и жителям села Гранитное. Село находится на линии фронта в стороне Мариуполя. Разруха, безработица, задержки с выплатами зарплат и пенсий, зависимость от гуманитарной помощи. Но как-то надо выживать. Репортаж нашего корреспондента Ирины Любич. Туда попал снаряд, и это окно. Видели? Мы всю ночь одетые спим. Мы боимся. В таком страхе Людмила Ивановна живет уже больше года. Осколки от снарядов в каждой комнате. Это Гранитное, крайнее село подконтрольной украинской армии. Во время артобстрела снаряды залетают в дома. От силы удара и осколков падают столбы. Рвутся провода. В селе нет света. Вот лампа керосиновая. Вот так вечер наступает, мы не знаем, куда идти. Сидим тут на лавочке и смотрим. Оттуда стреляют. Оттуда стреляют, оттуда стреляют. До войны в этом селе проживало около 4000 людей. Сейчас вдвое меньше. Работы практически нет. Владимир хоть и сохранил работу, однако зарплатой похвастаться не может. Ну, здесь в школе 4, даже больше. 6 месяцев, 7-й. Жена моя отработала. Я 4 месяца работаю, 5-й месяц. Зарплаты нет. Пустые улицы и закрытые мини-пансионаты. Здесь уже больше полугода не работает медпункт. Это уже село Бердянское. В селе остались в основном пожилые. Молодежь выехала. Здесь на замок закрыты магазины. Продуктов нет. Ездим в город на автобусе или на машине с кем и покупаем продукты. Помогают жителям прифронтовых сел и волонтеры. Приезжают в село, собираются люди. Привезли им самое необходимое. Мука, растительное масло, консервы, соль, сахар, гречка, рис, манная крупа, овсянка, хлопья, макароны, чай. Волонтеры приезжают в село несколько раз на месяц. Говорят, потребность гуманитарной помощи не уменьшилась. Поэтому нужны продукты длительного хранения, товары первой необходимости. Ирина Любич для «Настоящего времени». Недалеко от Гранитного находится поселок Широкино. До войны это было традиционное место для детского отдыха. Однако сейчас в санаториях и детских лагерях расположились военные базы. А сам поселок с двух сторон находится под перекрестным огнем сепаратистов и украинской армии. Репортаж Екатерины Малафеевой. Мы отправились в Широкино почти нелегально, вместе с добровольческим украинским корпусом «Правый сектор». Во время очередной ротации совместные позиции подразделений украинской армии были обстреляны сепаратистами, ранено 3 бойца. Раньше здесь находились детские лагеря и санатории. Сейчас в корпусах базируется «Правый сектор». Повсюду поврежденные минометами деревья, разбитые здания, воронки от снарядов. От нас в 500 метрах. Достаточно для выстрела снайпера непризнанной ДНР, который, по словам бойцов «Правого сектора», работают профессионально.
Стараясь скрыть шевроны с нашивками, замкомандира 8-й роты Арата говорит, что обстрелы с другой стороны Широкино ведутся круглосуточно. Сюда поближе они подходят только со стрелковым, но предварительно начинают обрабатывать позиции минами, 120-ми, 80-ми, из РПГ. Из переговоров по рациям, которые мы слушаем регулярно, слышно характерный русский акцент, слышно очень хорошо характерно воинскую терминологию военную, которая используется среди спецподразделений и просто как бы среди солдат. После короткого интервью мы вынуждены были срочно уезжать с позиции, поскольку находиться там было уже небезопасно. Бойцы правого сектора обороняют позиции наряду с регулярными частями ВСУ, только с одной поправкой – они воюют нелегально. Официально их позиций в Широкино нет, вместо нашивок красно-черного цвета нашивки других батальонов, а следовательно командиры правого сектора не подчиняются приказам Минобороны. Ни с кем перемирие не заключал. Для меня четко понятен враг, который напал на мою землю. Я и мои ребята будем бить его на каждом шагу. Пусть идут. Мы вплоть до того, что будем обвязываться минами и подрываться под их танками. Екатерина Малафеева. Настоящее время. Широкино. Бойцы спецназа ГРУ России отработали захват аэропорта. Таким образом, на прошлой неделе завершились военные учения Министерства обороны России. Импровизированная битва за аэропорт стала завершающим этапом учений. Более 80 солдат на вертолетах в рамках маневров захватили строящийся военный аэродром Приволжский в Астраханской области. В этом им помогли боевые вертолеты и морские пехотинцы Каспийской флотилии, обеспечившие спецназу прикрытие тяжелой бронетехникой. Растущий доллар, дорогое топливо и недешевый посадочный материал. Весенняя посевная в этом году многим украинским фермерам оказалась не по карману. Какого урожая ждут аграрии и останется ли Украина житницей Европы? Материал наших украинских коллег. Иван Мищенко – фермер с 20-летним стажем. Имеет почти 100 гектаров собственной земли, выращивает преимущественно зерновые. Рассказывает, в этом году посевная одна из самых тяжелых. В минусе оказался еще при уборке урожая. Скажем так, затраты делали одни, а на выходе получилось совсем другое. И сейчас на посевной, да, получилось так, что столкнулись с очень большими трудностями. Работая на старой ржавой технике, ждать государственной поддержки не приходится, жалуется фермер. Банки кредитовать малое хозяйство тоже не хотят. Мы забыты. Работают большие агрохолдинги, а мы как? Сами по себе. О проблемах мелких товаропроизводителей в Министерстве агрополитики знают, но утверждают, пусть и с трудом, но с посевной справились все, а погода не щадила никого. Шли дожди, достаточно интенсивные, с частыми повторами. Был достаточно узкий коридор, когда мы имели возможность вести полевые работы. Прогнозы профильного министерства ненамного отличаются от прошлогодних. В планах получить около 60 миллионов тонн урожая зерновых. Аннексия Крыма и военные действия на Востоке на экспортный потенциал страны повлиять не должны. Внутренние цены на зерно в Украине также не должны измениться, так как эксперты прогнозируют рекордные урожаи. А вот гречка может подорожать, ведь ее 2 года подряд сеют все меньше. В зоне риска оказался и рис. Половина площадей, на которых его выращивали для украинского рынка, находится в Крыму. Дарья Соловьева, Ирина Любич. Настоящее время. Если украинские фермеры на дожди жалуются, то их российские коллеги на дожди молятся. Из-за небывалой жары в Волгоградском крае могут погибнуть посевы пшеницы. Российские фермеры говорят, что заготовили православные кресты в надежде, что это может вызвать осадки. Подробности в репортаже Марии Яблонской. Работники фермы Завета Ильича к вождю мирового пролетариата не взывают. Здесь уповают только на небеса. Через месяц в Волгоградской области собирать урожай, но если в ближайшие дни не выпадут осадки, рассчитывать будет особо не на что. Ну вот мы ждем, как Бога, мы молимся. Кресты будем ставить, кресты приготовили уже, может кресты помогут. Фермеры собираются бороться с засухой с помощью ненаучных методов, поскольку химические удобрения без дождей все равно не работают. Ну а толк от того, что я внес, осадков нет. Ну просто деньги на ветер.
Петр Голуб засеял пшеницей такую же территорию, как и годом раньше – 9 тысяч гектаров, несмотря на рост расходов. Покрыть их можно будет только если в этом году соберут 1,5 тонны с гектара. Так что фермеры ждут поддержки правительства и молятся о дожде. ООН опубликовал очередной доклад по ситуации на востоке Украины. Об этом вашингтонские коллеги. Юля. Даша Хида, мониторинговая миссия Агентства ООН по правам человека в Украине опубликовала уже 10-й доклад. Согласно отчету, с середины апреля 2014 года по 30 мая этого года в этом регионе погибли более 6400 человек и около 16 тысяч были ранены. В Украине насчитывается более миллиона внутренне перемещенных лиц, сотни тысяч человек покинули страну. Отчет зафиксировал ряд серьезных нарушений прав человека. Речь идет о том, что обе стороны конфликта совершали военные преступления, убийства, пытки и мародерство. В Париже сегодня встретились министры иностранных дел 20 стран, членов коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Переговоры состоялись в отсутствии представителей Сирии, России и Ирана. Госсекретарь США Джон Керри принял участие в дискуссии по телефону. Он заявил, что коалиция стремится к тому, чтобы на ее стороне было больше хорошо обученных бойцов, чем на стороне ИГИЛ. Керри также отметил важность победы в идеологической сфере. По его словам, ценности так называемого исламского государства являются чуждыми исламу. Встреча прошла на фоне попыток сухопутных сил Ирака при поддержке воздушных ударов коалиции вернуть контроль над городом Рамади. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади охарактеризовал захват боевиками территории в Сирии и Ираке как неудачу всего мира. Между тем, Вашингтон утверждает, что существующая стратегия по-прежнему эффективна, однако Пентагон изучает возможности увеличения поддержки иракских сил. За увеличение американского военного контингента в Ираке до 10 тысяч человек выступает, в частности, сенатор из штата Южная Каролина Линдси Грэм. Он стал уже 9-м кандидатом среди членов республиканской партии, объявившим о своих президентских амбициях и вступившим в предвыборную гонку, рассказывает Александр Панов. 59-летний сенатор Линдси Грэм объявил о своем вступлении в предвыборную гонку в минувший понедельник, выступая на митинге в своем родном городе Сентрал. Я хочу стать президентом, чтобы защитить нашу страну. Я хочу стать президентом, который нанесет поражение нашим врагам, мечтающим уничтожить нас. Не наказывать или критиковать их, или сдерживать их. Я хочу нанести им сокрушительное поражение. При президенте Обаме, продолжил сенатор, ИГИЛ и другие враги Америки стали сильнее и богаче. При президенте Грэме они станут бедными и слабыми. Любопытно, что еще в январе свою поддержку Грэму пообещал коллега из Аризоны, кандидат республиканцев на выборах 2008 года, сенатор Джон Маккейн. Эти два политика очень близки взглядами на цели и задачи Америки. Кроме того, они друзья, и 78-летний Маккейн время от времени шутит, что Грэм – это его внебрачный сын. «Он темная лошадка, так что рекомендую внимательно следить за ним», — сказал Маккейн репортерам. «На президентских дебатах он порвет всех в клочья», — убежден коллега Грэма. Сторонник отправки как минимум еще 10 тысяч американских солдат в Ирак, готовый пойти на боевую наземную операцию против самопровозглашенного исламского государства, Линдси Грэм, как и Маккейн, имеет репутацию ястреба. У меня больше опыта в вопросе национальной безопасности, чем у любого другого кандидата в президенты, включая тебя, Хиллари. Пока рейтинги неблагосклонны к новичку предвыборной гонки. За него готов проголосовать всего 1% опрошенных. По 10% в опросе Квиннипиакского университета набрали его конкуренты Марко Рубио, Бен Карсон, Майк Хакаби, а также все еще раздумывающие об официальной заявке бывший губернатор Флориды Джеб Буш и губернатор Висконсина Скотт Уолкер. У Рэнда Пола 7%, у Теда Круза 6%. У демократов за Хиллари Клинтон высказываются 57% опрошенных, а у независимого сенатора Берни Сандерса 15%. Но, как отмечают вашингтонские политологи, даже если Линдси Грэм не добьется успеха на праймерис, благодаря его участию в выборах, вопросы национальной безопасности, борьбы с терроризмом, активной внешней политики США займут видное место в повестке дня. Грэм будет говорить о поддержке Израиля и ядерной угрозе со стороны Ирана, о поставках оружия и энергоносителей Украине и об ужесточении санкций против России. Другие кандидаты от республиканцев, в том числе относительно недавно вступившие в гонку Рик Санторум и Майк Хакаби, готовы говорить в первую очередь о внутренней политике и об американских ценностях, об абортах и Обама-Кэр. Их избиратель прежде всего житель так называемого библейского пояса Америки.
Дебютанты выборов – бывший губернатор штата Нью-Йорк республиканец Джордж Патаки и бывший губернатор Мэриленда демократ Мартин О'Мелли, по-видимому, будут искать поддержки у так называемых центристов и независимых избирателей. Еще около как минимум полудюжины республиканских политиков все еще взвешивают свои шансы. У демократов пока не видно серьезной альтернативы Хиллари Клинтон, но это пока. В президентской гонке 2016 все еще впереди. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. В Сенате начался второй день обсуждения новой версии закона, который регулирует сбор данных о телефонных звонках спецслужбами. Законодатели продолжают искать компромисс между необходимостью обеспечить безопасность страны и соблюдать тайну частной жизни. Об этом в интервью «Голосу Америки» говорит и бывший директор ЦРУ Джеймс Уолзи. Активные дебаты – это хорошо. У нас демократия, мы все обсуждаем. И Сенат в полном праве что-либо оспаривать и обсуждать. Сенатор Рэнд Пол в полном праве поднимать любые вопросы. Я думаю, что он и представители партии чаепития с консервативной стороны, и те, кто на прогрессивной стороне или, скажем так, на левой стороне по этому вопросу, кто выступает против эффективного использования правительством метаданных, неправы и опасно неправы. Это очень сложная ситуация. Речь идет о двух серьезных ценностях. Одна безопасность, а другая свобода. И это не ново, что безопасность зачастую конфликтует со свободой. И такой выбор приходится делать. Это было очевидно древним грекам в Афинах. И их дебаты по поводу войны или мира, безопасности или свободы идут достаточно долго, уже более 2500 лет. Надеюсь, они и дальше будут продолжаться. Экономика. Американский и европейский бизнес проявляют интерес к расширению контактов со странами Центральной Азии. Например, Казахстан и Узбекистан представляют собой потенциальный рынок численностью в 50 миллионов человек. О том, какие перспективы есть у западных компаний в этом регионе, в материале Вадима Оленичева. Центральная Азия – мультикультурный и динамично развивающийся регион. Страны региона пытаются осуществить не шоковый, а постепенный переход к капитализму, цель которого – избежать стагнации и обнищания широких слоев населения. Рост экономики Казахстана и Узбекистана последние годы колеблется в районе 6-8%. Казахстан в большом количестве производит и экспортирует текстиль, пшеницу и продукцию животноводства. Однако на сельское хозяйство приходится всего 5% валового внутреннего продукта. Страна на втором месте в мире по запасам урана, хрома, свинца и цинка. И в первой десятке по залежам природного угля, железа и золота. Неудивительно, что ширятся и торговые связи центральноазиатских стран с западными партнерами. Совет иностранных инвесторов Казахстана занимается привлечением зарубежных партнеров, которым предоставляются значительные налоговые льготы сроком на 10 лет. Я думаю, что в региональной перспективе, конечно, то, что Казахстан объявил недавно о том, чтобы соединить евразийское пространство и привлечь больше китайские инвестиции, то есть соединить эти оба проекта, китайский и российский условно, это тоже много о чем говорит, потому что на самом деле ограничиваться в рамках одного евразийского пространства и Евразийского союза было бы, конечно, неразумно. Однако на пути развития международной торговли в Центральной Азии стоит много препятствий. В аналитических прогнозах экспертов приводится не 2 и не 3, а добрая дюжина негативных факторов. Среди основных – изолированность местных рынков, сложности с конвертированием валюты и недостаточно развитая правовая база. Одним из главных барьеров для проникновения западных компаний на рынок Центральной Азии является, и это неудивительно, недостаточное знание его особенностей. Например, для многих станет сюрпризом тот факт, что товарный поезд из Казахстана в Узбекистан из-за проверок на границах идет со средней скоростью 25 км в час. Но, говорят эксперты, затратив определенное количество усилий, можно научиться вести бизнес в такой обстановке. Еще одна тема, которую предприниматели из Центральной Азии не очень охотно обсуждают с иностранцами, распространенная здесь коррупция. То, что выходцы из этих стран деликатно называют местными бизнес-традициями, является для западных компаний непреодолимой преградой в деле развития торговли. Общий вывод аналитиков, подготовивших доклад по экономике региона, пока звучит не очень обнадеживающе. Перспективы для развития есть, но бизнес-климат в целом по-прежнему связан с повышенным риском и оценивается как неблагополучный. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Наш эфир продолжат коллеги в Праге. Шахида. Спасибо, Юля. Вместо свалок, которых в советское время в Латвии было более 500, сейчас в стране запущено 12 перерабатывающих мусор полигонов.
На полигон Гетлини из Риги и Рижского района сотни грузовиков ежедневно привозят тысячи тонн мусора. Осенью здесь запустят крупнейший в странах Балтии завод по сортировке мусора. На полигоне побывал наш корреспондент Александр Силич. Первая часть – это мусор, который можно сжигать, получая при этом электроэнергию и тепло, которое продают городу. Вторая – это вторсырье – стекло, металл, бумага, стройматериалы, которое идет на вторичную переработку. И, наконец, третья часть, как здесь высказываются, биодеградирует сама, выделяя при этом биогаз. Этот газ используют преимущественно для собственных нужд. Например, для обеспечения работы и оборудования по очистке сточных вод, а также для обогрева собственной теплицы. В которой выращивают обладающие уникальными цветовыми и вкусовыми качествами помидоры. Более чем 330 тонн в год. Наши оранжевые помидоры пахнут так, как пахли помидоры в детстве. По-настоящему. Ту часть мусора, которую Гетлини пока не способен переработать и которая, кстати, уже почти не имеет вредных для окружающей среды веществ, привозят сюда на захоронение. Работаем по современным методам, делаем изолированные площадки для того, чтобы не засорять грунтовые воды фильтратом, который образуется при фильтрации воды. Чтобы, как здесь, надеются, красивая и чистая оставалась самая крупная в Латвии река Даугава, которая в советские времена с многочисленных свалок, окружающих ее, регулярно получала сотни тонн грязной воды. Сегодня специальный дренажный слой под этим и другими экологическими полигонами страны полностью защищает реку. Те экологические требования, которые довольно высокие в Европе, мы вынуждены и обязаны их соблюдать и в Латвии. Это среда обитания. Рига находится 2 километра от полигона Гетлини. Если мы не будем уделять большого внимания экологии, то среда обитания рижан и Рижского района будет на низком уровне. А чистая и безопасная среда обитания для граждан – это еще и одно из требований Евросоюза. Да вообще мусор на экологическом полигоне Гетлини никто мусором и не называет, а называют источником возобновляемой энергии, энергии, которая идет на нужды страны и позволяет жить в гармонии с природой. Александр Силич, «Настоящее время», Латвия. Молдавские пенсионеры едва сводят концы с концами и, чтобы хоть как-то выжить, выносят из дома последнее на продажу. Торгуют за бесценок. На импровизированном рынке, который стянулся на целый квартал в самом центре Кишинева, побывал корреспондент «Настоящего времени». Железнодорожный вокзал – визитная карточка любого города. А Кишинев особенно гордится привокзальной площадью. Не так давно там завершился ремонт. Но за углом открывается совсем другая картина. Десятки людей, преимущественно преклонного возраста, торгуют прямо на тротуаре. Вера 26 лет проработала экономистом, а теперь распродает все, от свадебного костюма покойного мужа до собственной посуды. Не хватает на жизнь, не хватает. От чего мы здесь стоим? Все последнее из дома выносим. Инженер-строитель Татьяна проработала по профессии 40 лет. Ее нынешней пенсии не хватает даже на погашение счетов за квартиру. Вот женщина и принесла на барахолку любимую сумку, книги и другие мелочи. Все, что я уже считаю, что не нужно, я все из дома выношу. С каждым годом импровизированный тротуарный рынок в центре Кишинева только разрастается, а в выходные дни там и вовсе негде яблоку упасть. Кто-то живет красиво, кто-то разворовывает банки, а мы живем на 600 лет. А раз так можно жить? Как ни удивительно, но на этом рынке есть спрос. Наша съемочная группа даже заметила полицейского, блуждающего в поиске поношенной обуви. Я думаю, что это люди, у которых очень низкий достаток, но которые тоже имеют свои потребности, им что-то надо. И единственное место, где они могут себе позволить что-то приобрести, это вот этот рынок. Кишиневская мэрия не раз грозилась положить конец уличной торговле, признавая, что это не красит внешний вид столицы. Но импровизированный рынок уже до вокзала по-прежнему существует. И, похоже, власти решили закрыть на это глаза. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». У наших американских коллег тема иммиграции. Юля, слово вам. За последний год в США увеличилось количество иммигрантов не только из Украины, но и из России. Согласно данным агентства Рейтер, за время третьего президентского срока Владимира Путина страну покинули в 5 раз больше россиян, чем в начале 2000-х годов. Устроиться и найти работу в новой стране – задача нелегкая. О том, почему некоторые мигранты в Соединенных Штатах вынуждены учиться новой профессии, в сюжете Ануша Витисян.
В США легче всего найти работу инженерам, математикам и специалистам в области информационных технологий. Так утверждают специалисты Центра по образованию и трудоустройству Джорджтаунского университета. Многие студенты этих специальностей получают приглашение на работу еще до окончания вузов. Однако в зоне риска ныне оказались юристы, психологи, искусствоведы, биологи и экономисты. Об этом знают иммигранты из России и Украины, многим из которых приходится менять профессии, чтобы устроиться на работу в США. В 90-х годах уровень иммиграции, желающих иммигрировать, был очень высокий. А последнее время, благодаря, так сказать, определенным известным нам политическим причинам, мы уже практически приблизились к точно такому же уровню, как был в 90-х годах. Чтобы помочь новым жителям США, в число которых входят победители визовой лотереи Green Card, политические беженцы и члены их семей, активист Ларри Полтавцев вместе со специалистом в области информационных технологий Андреем Дуплякиным создали учебный центр Learnings. В нем выходцы из России и Украины, чьи знания и умения не востребованы на американском рынке труда, за несколько месяцев становятся тестерами программного обеспечения и зачастую после этого успешно находят работу. Далее в своей карьере помощника юриста я, в принципе, продвигаться не могла, кроме как стать, собственно говоря, юристом, что меня не интересовало. Поэтому, будучи человеком любознательным, я решила попробовать себя в какой-то новой сфере. Основатели Learnings говорят, что они не могут оставаться в стороне от событий в Украине и в России и пытаются в рамках этой программы помочь тем, кто пробует устроиться в Соединенных Штатах. В каждой группе то есть у нас появляются люди, которые приехали в страну, ищут именно помощи, и мы понимаем, что их финансовая ситуация не позволяет им оплачивать обучение, но мы берем это на себя, мы стремимся помочь, как мы можем, людям, приехавших с территории Украины или России. В год Learnings готовит приблизительно 40 тестеров. Центр по образованию и трудоустройству Джорджтаунского университета прогнозирует, что к 2018 году в США будет на 3 миллиона меньше специалистов в этой сфере, чем будет требоваться американским компаниям. То есть проблем с работой у айтишников и специалистов в точных науках в ближайшие годы не возникнет. С другой стороны, не будут востребованы многие гуманитарии. Я приехал как ученый в 1995 году и работал в американских университетах. В последнее время в связи с ограничением финансирования науки, программой Sequestration, я потерял работу примерно 1,5 года назад. И это подтолкнуло меня найти новую нишу, чтобы продолжать работать и жить. Многие из тех, кто решил сменить профессию и стать специалистом в области информационных технологий, объясняют это тем, что число рабочих мест в этой сфере продолжает расти. Ни одна страна мира не может допустить отставания в этой области. Ануша Витисян, «Настоящее время», Вашингтон. Самым популярным твиттер-аккаунтом в истории стала страница в социальных сетях Кейтлин Дженнер, бывшего Брюса Дженнера, в прошлом атлета, олимпийского чемпиона в десятиборье, ставшего женщиной. Ее фотография с обложки журнала Vanity Fair буквально взорвала интернет. Кейтлин стала самым популярным трансгендером, лицом, сменившим свой пол, во всяком случае в США. Число подписчиков ее микроблога перевалило за 1 миллион примерно за 4 часа, на час быстрее, чем у президента Обамы, когда тот завел свой личный твиттер. Кстати, Обама приветствовал смелость Кейтлин Дженнер. Отвечая на ее твиттер, президент США написал: «Ваша история очень важна для борьбы за свои права всего ЛГБТ-сообщества». На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Шахида. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.